Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Уважаемые зрители, сегодня мы познакомим вас с культурой и традициями юрюк-турков, проживающих в Турции. Уважаемые телезрители, специально для программы «Мост дружбы» на телеканале «Пирамида» был организован общественное культурное объединение юрюк-туркменов в Стамбуле во главе президента этой объединения Юсуф Эзеля. Организатор нашей программы «Мост дружбы» – почетный президент ассоциации турок-юрюков Юсиф Эзель. Заказал специальный кораблик для семей из более чем 200 общественных активистов для съемки ряда культурных мероприятий в открытом море в Стамбуле. Все были в приподнятом настроении, как будто люди пришли на праздник или свадьбу. Корабль был празднично украшен, вывешены флаги и изображения Ататюрка. Группа Мехтер и артисты ассоциации, гости заняли свои почетные места в каюте. Мраморное море, кусочек Средиземного моря между европейской и азиатской частями Турции длиной 280 и шириной 80 километров. С Черным морем оно соединяется проливом Босфор, с Эгейским проливом Дарданеллы. Название получило из-за острова Мармара, где в древности добывали белый мрамор. На побережье расположены и сам Стамбул, и множество памятников различных эпох. Если отправиться в путешествие из Стамбула по побережью, получается насыщенный круговой маршрут, включающий переезды на пароме через проливы и само море. Перед отплывом в море Юсуф Эзель поприветствовал всех наших зрителей и поздравил их с наступающим праздником Курбан-Байрам. Юсуф Эзель рассказал о пристани Эминönü, с которой мы начали морскую прогулку. Это самая старая пристань Стамбула. Фактически отсюда город и начал разрастаться. В прошлом располагался внутри стен Константинополя, а сейчас территориально относится к муниципальному району Фатих. Эминönü в переводе с турецкого означает «перед правосудием». Район ограничен на севере заливом Золотой Рог, а на востоке проливом Босфор. Во времена Османской империи Эминönü был крупным промышленным и торговым центром. В настоящее время представляет огромную историческую ценность и очень популярен у туристов. Здесь сохранилось много интересных достопримечательностей. Кроме того, северная часть района является крупным транспортным узлом города, откуда отправляются автобусы, долмуши, скоростной трамвай и паромы. Именно через этот порт проходили основные торговые потоки. Здесь находилась таможня, и именно это название получил весь центральный район города, который сейчас считается главным туристическим центром Стамбула. Наше культурное мероприятие в открытом море начинается с марша Мехтер. Обратите внимание на выступление Халил Уста. На протяжении всего мероприятия вы увидите, насколько он искусен и профессионален. Юсуф Эзель лично много работал над созданием этой группы Мехтер. И в результате появилась профессиональная команда, которую вы видите. Tebrik ederim. Allah birliğimize vesile kılsın derim. Kardeşlik Derneğimizin değerli üyeleri ve dostlarımıza da hoş geldiniz derim. Hepinize hayırlı bayramlar olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Ceddin deden. Hasbur. Ya Allah!
море относительно ветрено. Женщины беседуют в одном салоне, а мужчины в другом. Кто такие юрюки? Если кратко, то по одной из версий слово происходит от турецкого глагола «юрюмек» – «идти», «продвигаться». В более узком историческом контексте под юрюками понимают группы кочевых тюркских племен Огузской группы, выделившихся из только формирующегося туркменского этноса и двинувшихся на запад в Персию, а затем в Византию, где нашествие тюрок-сельджуков, а затем и турок-османов привело к исчезновению греческой византийской государственности. Кочевые юрюки, окончательно принявшие ислам в Персии, были основой могущества канийских, а затем и османских султанов. Ведя кочевой образ жизни, юрюки нередко становились дервишами, проповедниками ислама, часто совмещая эту функцию с ролью гази, воинов священной войны, газавата, против неверных. Однако юрюкские женщины никогда не носили паранджи. Юсуф Эзель отвечает на все наши вопросы. Efendim, bugün sizde başta olmakla öğretmenlerin Evet. güzel bir mekanda oluşturduğu, organize ettiği bir mekandayız. Neler aktaracaksınız bizim mikrofona? Tabii. Ben Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği kurucusu ve onursal başkanı Yusuf Ezel. Мы подготовили морской тур с участием активистов и гостей нашей ассоциации для телепрограммы «Мост дружбы» из Кыргызстана. Наблюдать за древним Стамбулом с моря само по себе красота. Человек получает духовное питание. Мы организовали это культурное мероприятие, чтобы каждый мог увидеть эту красоту. Я из села Суджулу, провинции Испарта, Турция. В нашем обществе есть члены из 81 провинции Турции. Недавно я вел прямую трансляцию и рассказывал о традициях и кулинарной культуре каждого из наших регионов. Иногда мы называем себя маленькой Турцией. Еще раз, пользуясь случаем, поздравляю наших братьев из Великого Туркестана с праздником Курбан-Байрамы. Эзельбей, ваши различные программы всегда пользуются таким успехом? Конечно, недавно мы проводили аналогичную культурную программу в Суджулу. Мы устроили большую свадьбу. Свадьба для нас – это праздник. Это великий праздник, символ нашего единства. Сегодня мы хотим показать миру продолжение нашего единства, дружбы и братства посредством телеканала «Пирамида», конечно, вместе с нашими братьями и сестрами из разных уголков Турции. Мы очень любим свое государство и свой народ, мы привязаны к нему своей кровью, однако мы не забываем наших братьев в турецко-исламском мире. Мы считали наших братьев и сестер, живущих в Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, Киркуке, Таджикистане и других странах, своими братьями. Мы всегда с ними. Их радость – это наша радость, их печали – это наши печали. Да здравствует наше единство, пусть Аллах не рушит нашего единства. Аминь. В частности, выражаю искренний привет всему народу Кыргызстана через вашу программу. Желаю этой братской стране мира, спокойствия. Желаю стране быть сильной. И желаю Хукуме Ханым и Рамизбею успеха в этой благородной и доброжелательной работе, чтобы они всегда наводили мосты дружбы и укрепляли свои основы. Azerbaycan'ına, Türkmenistan'ına, Kazakistan'ına, Kırgızistan'ına, Tacikistan'ına, Kerkük'üne, Musul'una, neresi olursa olsun dünyanın neresinde kardeşimiz yaşıyorsa biz orayı vatan bildik. Yeri gelmişken bir mesajınız var mı dediğiniz ülkelere sarılarak? Tabii.
Öncelikle size Türkel Yayın Grubu, Hüküme Hanım ve Ramiz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Niye ki Ulu Türkistan'da bu sesleri ulaştırıyorsunuz, mesajlarımızı ulaştırıyorsunuz. Özellikle de Kırgızistan'a selam söylüyorum. Rabbimden oradaki husumetlerin bitirilmesini, kaosun durdurulmasını istiyorum. Birlik, beraberlik içinde geleceğe ışık tutmamızı devlet büyüklerimizden de rica ediyorum. Çek kızım mayaları da bordan göçelim ah. Kaldıra gelin kırkmaları da oradan öpelim. A boynu boncuklu, ardı çocuklu gelin ah. Kuyu didi taşlı olur, öksüz gözü yaşlı olur. Ana baba var emme, yar kokusu başka olur. Yayla yollarında kaldım yalnız. Ay gelin aman. Eşe dosta malum olsun halımız aman aman aman. Ben varmam oralıya, orada buralıya. Allah nasip eylesin davullu zurnalıya. Ben varmam enekliye, yoğurdu sinekliye. Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye. Sarıda zeybek şu dağlara yaslanır, ben yandım. Yağmurda yağar silahlarım ıslanır. Hadi gelmiş. Duman da çökmüş şu yaylanın düzüne, ben yandım. Şahlangırat yol göründü gözüme, ben yandım. Şimdi de Ибрагим Бей, вы всегда были одной из ведущих сил подобных мероприятий. Я также пользуюсь этой возможностью от души поздравляю всех мусульман с приближающимся праздником Курбан-Байрамы. Я живу в 15-16 часах езды от Стамбула. Звонил Юсуфбей, сразу приехал, и теперь я с вами вместе. Atatürk'ü Cumhuriyet ayılma kan veren şehidi bağrımıza basmak gerek.
Bir yanım Edirne, bir yanım Ardahan. Attaya nam gerek yiğide şan. Ведущий и певец Мустафа Туннель также поприветствовал всех своей любимой песней «Бушевало Черное море», написанной еще в 1918 году азербайджанским композитором Узеиром Гаджибековым на слова поэта Ахмеда Джавада, которая является символом единства в турецком мире. Песня очень популярна в Турции. В Азербайджане песня особенно известна и любима в исполнении заслуженной артистки Азербайджана Азерин. Однако после 1920 года песня не исполнялась в Азербайджане ввиду того, что ноты отсутствовали. Музыкальное произведение было почти забыто. Несмотря на это, песня приобрела популярность в Турции, исполнялась на радио и телевидении, на официальных мероприятиях и банкетах. Отмечается даже, что сам Ататюрк, впервые услышав песню, прослезился. В 1990 году преподаватель Стамбульского технического университета Сулейман Шенель, который тогда проходил в Азербайджанской государственной консерватории стажировку, сообщил об этой песне в мемориальный дом-музей Гаджибекова. Впервые музыкальное произведение было исполнено перед общественностью в Азербайджане 10 марта 1993 года во Дворце Республики в Баку. Событие состоялось на юбилейном вечере, посвященном столетию Ахмеда Джавада. Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Sırmalar sarsam koluna, İnciler dizsem yoluna. Sırmalar sarsam koluna, İnciler dizsem yoluna. Fırtınalar dursun yana, selam Türk'ün bayrağına. Fırtınalar dursun yana, selam Türk'ün bayrağına. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz, buralara kadar teşrif ettiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Затем поэты и писатели, приглашенные в качестве гостей на мероприятие, читали свои стихи. Исполнители Баглама САС спели также песню «Бушевало Черное море». Çırpınır Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Знаменитый акын кочевников Эрзаде Капан радовал своим исполнением. Hayattan görmeyin acı, sevgi insan başın tacı. Yani bizden önce yolcu, tabi bugün bayram.
Efendim bana selam saldı. Bizim Tahir Bey de hac kaldı. Tabi bugün bayram olur. Tabi bugün bayram olur. Bayram olur, bayram olur. Gönül kuşunu uçurdu. Olur mu yiğit derdi. Halil Kahraman namazı kaçırdı. Tabi bugün bayram olur. Bayram olur, bayram olur. Tabi bugün bayram olur. Bacılarıma alkış vurdu, selamı ayrıdan verdi. Sağ olsun Yusuf Ezel Başkanım bize mehter kazandırdı. Tabi bugün bayram olur, bayram olur, bayram olur. Tabi bugün bayram olur. Bayram olur, bayram olur. Vallahi her gün bayram olur. Vallahi ben buna alışım. Çorulu düşer mi yine şanından, hele şanından çoruna yürü, her meydanından. Мероприятие было похоже на песенный конкурс, где все исполнители пытались показать свое мастерство. Да, именно так мы завершили первый день нашей 3-4-часовой культурной программы в открытом море. Думаем, вы смотрели этот выпуск программы с большим интересом. Возможно, некоторые из вас впервые узнали о юрюк-туркменах. Продолжение этой темы будет в нашем следующем выпуске «Мост дружбы». Не пропустите его, тогда вы сможете узнать еще больше о таком богатом традициями и культурным наследием народе, как юрюк-туркмены.
Зурна – деревянный духовой музыкальный инструмент азербайджанского народа. Свадьбы, национальные праздники, фольклорные церемонии без духового музыкального инструмента не обходятся. Мы включили в нашу программу ностальгическую народную мелодию, исполненную на зурне.